другое. Это очень важно подчеркнуть. Да? Я член президиума Совета по национальным отношениям, мы вместе члены Совета при президенте. И наш главный организатор, это Мария Вахтанговна Русанова, она замдиректора, руководитель центра культуры народов России и первый заместитель директора Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова. Скажите, пожалуйста, какой цель в Чувашии приехали столько регионов, тюрков, что их объединяет? У них назрели вопросы, проблемы, что? Ну, вы знаете, проблемы есть не только в тюрках, и проблемы есть у всех. Но мы сочли возможным собраться в этом регионе, поговорить о культуре. Это предмет сегодня вопрос сохранения культурного многообразия в нашей стране, многонациональной стране, один из важнейших вопросов. И хотя, как Дом народного творчества, Центр культуры, мы уделяем этому огромное внимание, но вот такая встреча в территории и разговор такой взаимный, мне кажется, очень важен, потому что сегодня вопросы не только этнокультурного развития, но и объединения страны, объединения всех, кто проживает здесь, и о всех культурах мы поговорим. Конкретно какие? Ну давайте, чтобы все сказали. Вы скажите, Нас же много. Какие вопросы будете обсуждать? Вопросы, насколько я понимаю, действительно сохранение этнокультурного многообразия, но проблема, мне кажется, еще и в том, что в последнее время есть попытки подменить вот это этнокультурное многообразие, его сохранение, некими политическими спекуляциями. Мне кажется, очень важно разграничить, что есть этнокультурное многообразие, сохранение культуры и языков народов России, есть какие-то политические моменты, и не смешивать все вместе, и не спекулировать вокруг этого. Это очень важный момент. Да, а я хотел бы добавить, что место проведения этого фестиваля выбрано не случайно. Чувашия – это уникальный субъект Российской Федерации, где живут представители тюркского этноса, но в основном они православные. И это регион, где в течение многих лет, всего постсоветского периода, наблюдаются стабильные, нормальные межнациональные отношения. Я приведу только одну цифру. Сегодня мы очень гордимся, что по стране около 80% населения оценивают межнациональные и межрелигиозные отношения как нормальные и спокойные. А здесь, в Чувашии, эта цифра составляет 95%. И это действительно так, и это многие годы, и это результат того, что республика опирается на традиции всех предыдущих поколений, всех предыдущих наших государств, и Российской империи, и советского периода, и в то же время умеет отвечать на новые вызовы и риски. И это очень важно. А что касается в целом тюркских народов, то и у нас общая численность более 16 миллионов человек, и они все давно интегрированы в общее российское общество, и мы все вместе решаем сегодня двуединую задачу. Это содействие формированию общероссийского гражданского единства и этнокультурному развитию всех народов, населяющих нашу страну. И тюркские народы занимают здесь передовые позиции. Какие идеи предлагаете? Какие идеи будете предлагать? Ну, вы сейчас послушаете. А идеи самые главные состоят в том, что надо развивать межкультурный диалог, надо лучше знать друг друга, лучше знать обычаи и традиции друг друга, надо научиться или соблюдать наши старые традиции уважительного отношения, диалога между народами. А что касается государства, то это государство должно поддерживать этнокультурные потребности и запросы, опираясь на институты гражданского общества, вот национальные, общественные объединения и организации. Если вы увидите участников нашего круглого стола, есть и представители и министерства, и городских властей, а самое главное, лидеры национальных культурных объединений и организаций. Владимир Юрьевич, а не боитесь обратного эффекта? Тюрки объединятся, почувствуют силу и захотят отделиться от славянского мира, нет? А как отделиться тюркам или славянского мира у нас на территории нашей страны? Мы уже со времен образования государства живем вместе, и я думаю, что это такой даже вопрос виртуальный. Чего
славянского, рядом финно-угорский Да. мир. А финно-угорский, да, И правильно, Чувашия это как да. раз на стыке тюркского и финно-угорского миров. Такой Такой опасности мост. даже не предполагаете. Татары, башкиры могут быть. Не знаю. Как Мы часто такие, проводятся такие мероприятия? ну, они проводятся Это первый раз. регулярно. Нет, это не первый Чебоксары раз. это первый. Ну, такой фестиваль в Чебоксарах первый раз. Да. А по стране это проводится регулярно во многих регионах. Почему-то вчера и уже приезжали делегации, почему-то Кавказ. А что? Кавказ не представлен. А там Ну, как не раз знаю, приглашали всех. Это выбор тут же. Да есть вопросы делегирования, поездки. Я не знаю, это надо им задать вопрос.